Чтобы обсудить роль и значение традиционных ценностей институтов старейшин в современном мире, а также их вклад в формирование более справедливого и гуманного миропорядка, в Абхазии собрались ученые, политологи, представители советов старейшин из республик Северного Кавказа, Южной Осетии, Киргизии, Сербии, Бельгии и даже Бразилии. До начала работы форума были возложены цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. По традиции форум открывает принимающая сторона. Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Дума начал свою речь абхазской поговоркой «Тот, кто не имеет старейшин, не имеет Бога», которая говорит о том, как высоко ценили и ценят старших в Абхазии. Приветственное письмо от имени президента Абхазии Бадры Гунба зачитал премьер-министр Джансух Нанба. Апсуара – это основа нравственной культуры абхазского народа, источник его духовной силы и жизненных ориентиров. Это не только свод неписанных правил, но и живой дух народа, соединяющий в себе традиции, уважение к старшим, взаимопомощи, гостеприимства, готовности встать на защиту своей земли и чести. Сегодня, когда человечество сталкивается с вызовами, требующими новых подходов к построению справедливого и гуманного миропорядка, обращение к ценностям Апсуара приобретает особую актуальность. Совет старейшин, укорененный в богатом историческом наследии кавказских народов, издревле играл ключевую роль в разрешении сложнейших вопросов в нашей стране. Мудрые старшие, подобно непредвзятым арбитрам, выносили справедливые решения, улаживая конфликты между гражданами, родами и этническими группами, не склоняясь ни к одной из сторон. Их решения служили оплотом мира и согласия в обществе. Приятно находиться здесь, среди своих друзей абхазского народа. И мне особенно приятно то, что здесь разговор идет на своем родном языке в большинстве. Это очень важно сегодня, сохранение этнического своего происхождения, этнического языка. И если мы не будем язык сохранять, то человек, не только человек, а нация исчезнет. Поэтому сколько существует язык, столько существует и нация. Членами Совета старейшин Абхазии являются умудренные богатым жизненным опытом люди, занимавшиеся различной деятельностью, живущие в ладу со своей незапачканной совестью, в соответствии с морально-этическим кодексом Апсуара, что дословно переводится как «абхазство». Главная задача для абхазского народа – это забота о развитии и становлении собственного государства. Но возможно ли это только традиционными государственными методами? Названная выше мера обязательно должна сосуществовать с комплексом национальных устоев и традиций. Наиболее действенный способ возрождения абхазской идеи – формирование научно-практической основы сплочения народа – национальная доктрина. Мы знаем, что в критические моменты, периоды нашего Отечества, как и во время грузино-абхазской войны, родину и этнос спасли мощнейшие запасы духовной силы абхазов. Важнейшая роль в этой принадлежала нашему кодексу чести Апсуара. Форум стал площадкой для обсуждения роли традиционных ценностей в современном мире, акцентируя внимание на абхазском национальном каноне Апсуара как модели гармоничного развития общества. Участники обменялись опытом сохранения и популяризации культурного наследия, подчеркнув важность межкультурного диалога для укрепления мира и взаимопонимания. Что я вижу здесь, на Кавказах, очень меня трогательно гостеприимство. Я в России, я не знаю, такие народы, которые больше гостеприимства, чем вы на Кавказе. Да? Это очень приятно. Но осторожно, гостеприимство не значит, что вы можете быть наивным. Это тоже не так. Потому что в Европе мы были раньше гостеприимства, и сейчас результат есть массовая иммиграция, и от них никакое уважение к нам. Это тоже факт.
Участники форума выразили уверенность в том, что продвижение традиционных ценностей, таких как Апсуара, способствует формированию более гуманного и справедливого миропорядка, основанного на уважении к культурному разнообразию и правам человека. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.